Играем по правилам шахмат. Они всем известны. Может быть, они от брехаловки отличаются, но, чтобы вы понимали, шахматы игра серьезная. Значит, очень первое и важное правило, которое многие нарушают, это тронул, ходи. Железное правило, о котором нельзя забывать, иначе обеспечено поражение. Говорят, что игра в шахматы на 99% состоит из тактики. Но каковы знания и подготовка каждого игрока судьям Альберту Карапетяну и Артему Табаряну совсем неизвестно. Ведь эти команды – представители совершенно разных министерств и ведомств, для которых шахматная игра – лишь хобби. Командный шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества, собрал 18 команд, в каждой по 3 человека. А у команды МЧС 4. Шутят, предусмотрели запас на случай чрезвычайной ситуации. Самое главное – участие. А победа, как гроссмейстеры наш покажут игру, так и будет. В шахматы, как и в хоккей, не играют трусы. Поучаствовать в турнире согласились все те, кого позвали организаторы. А это представители различных министерств и ведомств, команды Минобороны, Народного собрания, столичной администрации, МЧС, Генпрокуратуры, службы госбезопасности, таможенного комитета, погрануправления, Координационного союза организаций русских соотечественников, Абхазский госуниверситет, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, топливная компания «Апсна Ойл», команда Сухумского физико-технического института и даже команда Брехаловки. И, конечно же, сборная Московского культурно-делового центра Дома Москвы, организатора турнира. Открытие турнира, как и положено, состоялось ранее в официальном порядке. Участников приветствовал глава Дома Москвы Александр Бигвава, который поблагодарил команды за участие и пожелал удачи. А советник директора Борис Накопи отметил, что количество команд радует, как и сам настрой игроков. Первый опыт проведения подобного турнира команда в нашем доме. И я надеюсь, что у нас получится его сделать ежегодным, традиционным и вполне возможно более масштабным, чем в этот раз. И думаю, что это будет нашим небольшим таким вкладом в развитие шахмат в Республике Абхазия. От лица министра обороны и личного состава выступил заместитель министра Давид Бжания. Есть в этой игре требования, необходимые военному человеку, отметил он. Потому предложение на участие в турнире поддержали всецело. Шахматы – игра, но также это и искусство, и большая наука. И осознавая положительное влияние шахмат на развитие логики, гибкости мышления и на другие качества, мы всячески поддерживаем увлечение ею нашими военнослужащими. Я желаю всем участникам, чтобы этот турнир стал хорошей школой шахматного мастерства и способствовал дальнейшему росту ваших спортивных и творческих успехов. Руководитель Координационного союза организаций русских соотечественников Олег Юрченко выразил надежду на то, что этот турнир продолжится в добрых традициях. Мне рассказывали, что Сухумская школа шахматная всегда в Советском Союзе была сильной. И слава Богу, что мы начинаем возрождать вот эту традицию игры разумных людей. Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба сказал, что в этом году в турнире все по-честному. В прошлом были и недочеты, и замечания, их устранили. Он отметил, что в командах исключительно сотрудники ведомств и министерств, а не привлеченные со стороны профессионалы. Если это СВТИ, то это должны быть убеленные сединами ученые. Если это МВД, это должны быть именно работники МВД, а не привлеченные легионеры. Легионеры нам не нужны. Должны быть именно профессиональные команды, которые работают в правоохранительных органах. То, что среди игроков возможен лишь 1% профессионалов, любителей, очевидно. Это и молодежь, и люди постарше, конечно же, немного растерянные. Ведь игра в шахматы не вопрос удачи, а тренировки памяти, концентрации и расчета. Но кто-то все же надеется и на удачу. От имени спикера хотим сказать, поблагодарить организаторов. Очень серьезное мероприятие. Поэтому мы вначале это не самых сильных с парламента мы провели сюда, лице меня. Посмотрим, как будет проходить игра. Я думаю, игра будет интересна. Ну как не ударить в грязь лицом? Не, как цитировали Евтушенко, если я возьму последнее, то никого не обижу. Это тоже плюс. Но я думаю, мы поиграем, посмотрим.
как будет. Спасибо. Почему-то сложилось мнение, что команда Сухумского физико-технического института самая сильная и, пожалуй, она способна обыграть всех. Но откуда родом такие легенды, не знают даже представители команды. Не знаете почему? Я не знаю. Раньше когда-то славилась команда, наверное, и потому, наверное. А вы давно в шахматы играете? Да в шахматы играю, но я просто чисто любительский. Там профессионализма нет. Все ребята собрались хорошие. Так что кто как сыграет, у кого нервы сильнее, тот и выиграет. Один из тех, кто представляет команду АГУ, профессор, доктор биологических наук, академик Сергей Бебия. Говорит, в игре в шахматы не силен. Тоже надеется на командный дух, но не исключает возможность победить, но и поражение примет с достоинством. Как у вас с настроем? Отличный настрой. Буду побеждать. Удачи. То, какие команды будут встречаться за шахматным столом, стало известно по результатам жеребьевки. В первом туре встретились команды Государственного таможенного комитета «Сапсны Ойл» из ФТИ с командой Генпрокуратуры. Команда столичной администрации встретились с командой Координационного союза организации русских соотечественников. А служба госбезопасности с командой ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. А команда Народного собрания, которая отчасти надеется на удачу, встретилась с командой МЧС, готовой к любому повороту событий. Очевидно, турнир получится дружественным и интересным, а кто выйдет сухим и чистым из игры, пока еще неизвестно, хотя победа всегда достается тому, кто сделал ошибку, предпоследним. Асида Амалия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.